Типичная школа города Якутска номер 33. Однако сегодня это избирательный участок. Уже выходят первые проголосовавшие. Работают ребята с экзит-пола. Нам интересно, как же устроены выборы 2021 года. В школе два избирательных участка, 741 и 779. Здесь свой выбор сделает глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Ну, конечно же, обязательно соблюдение санитарных норм, биометрия и также дезинфекция рук. На 8 утра 17 сентября зарегистрировано на избирательном участке 2131 избиратель, в том числе 231 избиратель по месту нахождения. 30 заявлений поступило на голосование на дому. На голосование на дому заявления будем принимать до 2 часов 19 сентября 2021 года. К сожалению, мы уже третий раз работаем в таком режиме санитарного контроля, скажем так, да. Трудно, тяжело, но что делать, мы работаем и закончим работу, надеюсь. Наш участок очень гордится, что первое лицо республики, глава республики Айсен Сергеевич голосует у нас. И не первый год, это очень давно. Мы очень этим гордимся. Сегодня он для нас избиратель. Безусловно, выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания – одно из важнейших политических мероприятий нескольких лет. Выбирая депутатов Государственной Думы, мы выбираем путь страны на будущий год. Потому что законодательное оформление работы власти, оно абсолютно нужно. Страна идет вперед, страна развивается, страна стала единой. Конечно же, от того, какой мы выбор сделаем, зависит очень много. И, безусловно, людям надо приходить, надо выражать свою гражданскую позицию, голосовать. Из-за ковидных ограничительных мероприятий у нас для того, чтобы была сохранена спокойная эпидемиологическая обстановка, голосование идет 3 дня с соблюдением всех норм на всей территории нашей республики. Хочу сказать, что все участки у нас по Якутии открылись, начиная от самых далеких арктических поселков, заканчивая столицей республики. Видно, что народ идет, народ голосует, и это радует. Под избирательные участки задействованы не только школы, но и объекты культуры. Например, ДК Кулуковского, наверное, один из самых больших избирательных участков Якутска. На сегодняшний день по состоянию на 8 утра 17 сентября 2021 года по спискам избирателей 1685 избирателей. Выездов 24 на сегодняшний день. Но еще пополняются. Активно люди приходят, голосуют. Избирательные участки находятся не только в объектах культуры, но и спортивных. Мы находимся в ДЮСШ, и здесь, как и на других избирательных участках, победит сильнейший кандидат. Расскажите, пожалуйста, чем отличается ваша комиссия? Она находится в ДЮСШ, и может какие-то определенные из-за этого есть особенности работы? Нет, никаких особенностей работы нет и особых сложностей тоже нет. Комиссия работает на участке, в котором дома старые у нас, и поэтому контингент, в принципе, не меняется уже в течение десятилетий. На утро сегодняшнего дня в списке у нас 1669 человек, прикрепились на нас участок 305 человек, открепилось 237 человек. Вообще, как активность вот с 8 утра? Да, проголосовало уже больше 100 человек. Сегодня я так же, как и все россияне, как и якутяне, пришла на избирательный участок по своему месту жительства и, соответственно, осуществила голосование. Нам бы очень хотелось, чтобы эти выборы прошли, конечно же, в другом, более свободном формате. Тем не менее, есть ограничительные мероприятия для очень многих, но, тем не менее, выбор необходимо делать. Сегодня это очень важно, потому что мы выбираем законодательный орган страны, от решений которого зависит прежде всего законодательная правовая основа существования страны после принятия новой Конституции. Ведь формирование федерального законодательства, далее республиканского, даст нам возможность реализовывать те моменты, которые были заложены в Конституции, как по защите семьи, материнства, детства, так и по новой ситуации, связанной с социальной защитой непосредственно наших граждан по прожиточному минимуму, по коэффициентам и надбавкам. Я думаю, что это продолжение
продолжение четкой линии, которая была определена при одобрении в стране и принятии новых поправок в Конституцию, она будет реализована и сегодня. Для этого нужна та Дума, которая это поддерживает, нужна та Дума, которая понимает четко, соответственно, все чаяния народа, чувствует каждого человека. Это важно и слышать каждого человека. Но вот сегодня как раз день, когда можно услышать каждого человека. Теперь не как гражданин, а как зам руководителя оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Какие меры были предприняты оперативным штабом, чтобы соблюсти санитарные нормы? Ну, начиная с того, что мы уже третью избирательную кампанию работаем в ограничительных условиях, в масках, значит, с соблюдением там всех требований, которые определен Центр избирком. Кроме того, безусловно, у нас есть сейчас люди, которые ограничены в передвижениях с точки зрения того, что они являются амбулаторными больными и находящимися в наших больницах. Везде определены алгоритмы, которые бы защитили наших членов избирательных комиссий. И поэтому я думаю, что вот то, что мы оставляем до сих пор условия, при которых мы входим в одну дверь, выходим в другую дверь, да, как бы не допускаем столпотворения, значит, социальную дистанцию соблюдаем, ну и, в общем-то, сегодня применяем все меры для того, чтобы не допустить ее распространения. А так здоровья всем!